Общероссийский народный фронт совместно с волонтерами, медиками и молодежкой оказывает помощь маломобильным гражданам, а также людям старшего поколения, которые находятся на самоизоляции. Всем, кому необходима поддержка, могут обратиться по телефону горячей линии ОНФ 8 800 200 34 11. А вот как проходит их работа и кому уже успели помочь, узнаем из репортажа Светланы Томовой. Активисты ОНФ, волонтеры, медики и молодежка продолжают оказывать помощь людям старшего поколения и маломобильным гражданам, которые вынуждены находиться в самоизоляции. Жители республики, входящие в группу риска, могут оставить заявку на бесконтактную доставку продуктов, лекарств и других предметов первой необходимости по телефону горячей линии. Сегодня прошло очередное совещание, где отчитались о проделанной работе. Работа у нас активно ведется, и на сегодняшний день у нас поступила помощь из Центрального исполкома. Мы получили 1800 масок, которые будут распределяться для волонтеров. Поступает у нас обращение на нашу горячую линию 800 200 34 11. И сегодня у нас тоже планируется выезд. Как известно, пожилые люди больше всего подвержены заражению коронавируса. Оставив заявку волонтерам на оказание помощи в приобретении продуктов или лекарств, они смогут избежать посещения мест массового скопления людей, тем самым не подвергая свое здоровье риску. Волонтерский штаб продолжает свою работу. В течение недели мы отрабатываем по несколько заявок. Сегодня планируем выезд в Насыркорт и селение Клио. У нас 2 заявки, там маломобильные наши граждане и пожилые, по которым мы сегодня поедем и передадим продуктовый набор. На данный момент адресная помощь уже была оказана 8 одиноким пожилым людям. Сегодня волонтеры доставили продукты и медикаменты еще 2 пенсионерам из Назрани и Сунжи. Центр по работе с обращениями от жителей Ингушетии, входящих в группу риска заражения инфекцией коронавируса, начал свою работу еще 20 марта. Помимо обработки звонков, поступивших на горячую линию, волонтеры проводят адресный обход одиноких людей старше 60 лет и узнают, какая помощь им необходима в период карантина. Меры безопасности общественники соблюдают строго. Центральный исполком ОНФ в полном объеме обеспечил активистов медицинскими масками и антисептиками. Волонтеры, в свою очередь, также раздают средства индивидуальной защиты пенсионерам, инвалидам и работникам здравоохранения. Если есть люди, которые знают о наличии у нас в республике одиноких пожилых людей, которым нужна наша поддержка волонтеров, медиков, пожалуйста, обращайтесь на горячую линию 800 200 34 11. Заявка будет обработана и приведена в исполнение. Волонтеры-медики нашего медфакультета очень активно работают. Я их знаю уже и не 2 года, уже раньше они вступили в эту организацию. Хотелось бы им тоже пожелать, чтобы они, не уставая, все-таки этот момент выдержали достойно, чтобы понизился наш процент заболеваемости. Присоединиться к команде волонтеров ОНФ может любой желающий. На сайте mывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Общероссийский народный фронт также призывает общественные организации Ингушетии присоединиться к работе волонтерского штаба. От некоммерческих организаций ждут поддержки в осуществлении психологической, юридической, продуктовой, консультативной и волонтерской помощи. Светлана Томова. Новости 24.